Мой Михаил Николаевич, народный писатель Чувашии, председатель правления Союза писателей Чувашской Республики и председатель Чувашского общественно-культурного центра, организация которой создана на Втором Всемирном съезде чувашского народа. Михаил Николаевич, вот сегодня 9 мая, День Победы. А как вы этот праздник чувствовали? Как его вы ощущали в вашем детстве, когда вы были подростком, ребенком? Единственное, я помню этот день, что один человек появился на коне. Мой отец выращивал очень таких хороших скакунов. И вот, когда война началась, отец ушел на войну, и забрали последнего коня нашего села, последнего скакуна, которого я очень любил. И с тех пор в деревне я не видел коней, лошадей не видел. И вдруг появляется человек на коне и объявляет, что кончилась война. И я порадовался, что, хотя и знал уже, отец погиб, а вдруг отец вернется. Только это. И мы пошли с ребятами в лес собирать травы, чтобы накормиться. Были голодные. Голодные до невозможности. До невозможности. Кормил настолько лес, спасал лес и наша корова, которую мы запрягали вместо лошади. Эта корова давала молоко. Вот ничего такого не могу сказать. Война – это страшная вещь. Мы, дети войны, голодали. И больше всего меня сейчас заставляет переживать то, что нас, 5-летних детей, забирали, выгоняли в поле работы, собирать в путях, колосья, собирали, и вот все это забыто властями, и ничего об этом они не думают, имея миллиардные деньги. Неужели нельзя? Сколько нас осталось детей войны? Очень мало осталось. Еще помню эти годы. Я в 1944 году пошел в школу. И во время перерыва выходили, если солнечный день, на солнце согреваться. Это мне запомнилось. Еще что? Я был младший сын в семье. И по обычаю нашему чувашскому говорилось, что зов младшего сына быстрее дойдет до отца. И когда семья собиралась кушать, я поднимался на печку, снимал вьюшку и кричал: «Отец, мы собрались кушать, иди с нами кушать». Вот отец не вернулся. Рад тому, что я смог рассказать могилу отца. В Польше он погиб, похоронен. Нашел людей, которые его помнили. И польские патриоты, поляки – удивительный народ. Поляки умеют уважать героев, уважать историю. И вот меня именно за это, наверное, они уважили, помогли поставить памятник на могиле отца. И до сих пор ухаживают за могилой отца, да, чтят отца, простого советского солдата. Вот последнее письмо я получил из Польши. Мой ровесник помнил
от отца. Вот он рассказывал, когда мы были на могиле отца. Я, говорит, мальчишка, вышел пасти корову. И вижу, советские солдаты обедают. Я был, говорит, такой голодный. Мне даже рассказывать все это очень как-то. И вот я говорю, стою и смотрю, как они обедают. Я такой голодный. И вот один из солдатов заметил, что я голодный, смотрю на них, подозвал меня и со своей посуды дал мне кушать, сам, значит, не стал кушать, все это дал, говорит, мне. А потом, когда я узнал, что погибшим в этом сражении на этой земле именно этот солдат, я, говорит, поклялся, что буду ухаживать за его могилой. И вот недавно я получил письмо сына этого Януша. Он пишет, что отец умер, но говорит, не переживайте, я продолжу его дело, буду ухаживать за могилой вашего отца. Я думаю, с поляками всегда можно найти общий язык. Вот я знаю историю нашего народа хорошо, как поляки помогли польский участок войны, Костюшка помог Ивану Яковлевичу Яковлеву прийти к мысли, что народу надо помочь и создать для народа письменность. Очень такие интересные факты.